Это послание приходит к вам от Архангела Михаила, маяка ясности и направления. Ваше путешествие привело вас сюда, в место божественной связи с Архангелом, который требует вашего срочного внимания. Есть 3 человека, вынашивающие зловещие планы, серьезность которых может превосходить ваше воображение. Поэтому крайне важно поддерживать состояние любви. Примерно через 10 минут вы почувствуете присутствие Архангела Михаила в своем жилище, защитной силы от неминуемой опасности. Поэтому в эти предстоящие минуты пусть ваше внимание будет непоколебимым. Воспользуйтесь сверхъестественной защитой Архангела Михаила от ваших врагов, если вы решите принять ее. Но Архангел Михаил умоляет вас понять, что этот мир представляет собой смесь энергий, одних доброжелательных, других злонамеренных, населенных одинаково разными личностями. Это сообщение призвано предупредить вас о группе из 3 человек, завидующих вашему процветанию и радости. Введенные в заблуждение собственной тьмой и злыми намерениями, они объединяются с деструктивным мотивом. Их цель – разрушить каждый аспект вашей жизни, их действия подпитываются завистью, неуверенностью и искаженным чувством превосходства. Они спланировали свой зловещий заговор в то время, когда вы воспринимали свою слабость, когда вашу доброту ошибочно интерпретировали как уязвимость. В своих гнусных умах они полагали, что могут манипулировать вашей внутренней добротой ради своей эгоистичной выгоды. Их конечной целью было запятнать ваш дух, лишить вас веры и процветания. Они обуздали негативные энергии и направили эту вредоносную смесь на вас с намерением бросить темную тень на вашу жизнь, дезориентируя ваш путь и бросая вас в море смятения и отчаяния. Они надеялись, что, посеяв эти темные семена, они смогут подорвать ваш дух и веру. Однако имейте в виду, злонамеренные действия этой троицы не смогут противостоять защищающим вас небесным силам. Под руководством Архангела Михаила божественные покровители всегда бдительно следят за верующими. Когда замысел этого трио стал темнеть, Архангел Михаил почувствовал надвигающуюся опасность. Ваши искренние молитвы о руководстве, защите и ясности не остались без внимания. Бог хорошо знает, что вы воздерживаетесь от причинения вреда другим. Он знает, что ваше сознание руководствуется Его учением и добрыми делами, совершенными человечеством на протяжении всей истории. Ваша добродетельная личность признана и лелеется Богом, который всегда работает над тем, чтобы даровать вам самое лучшее, даже сверх того, чего вы заслуживаете. Будьте уверены, вам не причинят никакого вреда, особенно от ваших врагов. У Бога есть превосходный план для вас. Его армия ангелов обеспечивает вашу безопасность от таких недовольных людей. Путь к ясности и направлению привел вас к божественному присутствию Архангела Михаила, который проведет вас через любые препятствия и невзгоды. Сила Архангела Михаила в духовной сфере не имеет себе равных. Вооруженный своим сияющим мечом и щитом, он смело смотрит в лицо тьме и искореняет ее божественным светом. Его присутствие подобно неприступной крепости, направляющей безграничную божественную любовь и защиту, чтобы обеспечить вашу безопасность.
Во времена неопределенности помните, что Вселенная сговорилась защитить своих верных верующих. Ваша непоколебимая вера – это опора силы, сила, способная отразить негатив и разрушить проклятие. Это божественное вмешательство напоминает вам, что вы не одиноки. Небесные существа наблюдают за вами. Читая это, визуализируйте щит чистого сияющего света, окружающий вас, отражающий вред и негатив. Вы не просто странник, ищущий направление, но дитя божественное, предназначенное для величия и защищенное небесными силами. Любой заговор против вас рухнет перед лицом вашей непоколебимой веры. Перед лицом любого нападения ваша вера, охраняемая архангелом Михаилом, стоит непобедимой крепостью. Будьте непреклонны и стойте прямо, поскольку вы были избраны божественным замыслом. Ваша цель в мире превосходит любые трудности, с которыми вы можете столкнуться. Вы никогда не одиноки в своих битвах, будь они духовного характера или нет. Архангел Михаил, оплот вашей веры, всегда рядом с вами. Его непоколебимая преданность действует как ваш щит, его сила – ваш меч. В единстве вы создаете непроницаемый союз против пелены тьмы. По мере того, как мощь Архангела Михаила растет, эффекты любых заклятий и проклятий постепенно исчезнут, оставив лишь неприходящее сияние божественной защиты. Ваша вера, будучи стойкой, станет еще сильнее. Передайте это послание другим людям, которым может быть полезно руководство и защита Архангела Михаила. Вместе наша вера образует мощную силу против теней. Ясное зрение и ведомый путь – ваше благо, и любое проклятие рассыплется под защитой Архангела Михаила. Помните, вас ценят и оберегают. Продолжайте свое путешествие с гордостью, поскольку ясное зрение и указанный путь теперь ваши союзники. Верьте в святой план, поскольку он ведет вас к будущему, полному радости, благословений и непоколебимой веры. Могущество божественности с вами, и ничто не может погасить свет, окружающий вас. Верите ли вы в силы Архангела Михаила? Если да, подтвердите это словами «Я защищен». Я призываю вас сейчас произнести эту мощную молитву один раз, чтобы разрушить любое проклятие, которое могло быть наложено на вас. Могучий Отец, я взываю к Тебе сейчас. Твоя мощь безгранична. Никакое проклятие никогда не сможет бросить вызов Твоей защитной силе. Я признаю, что проклятия, преднамеренные или случайные, могут разрушить нашу жизнь и помешать благословениям, которые Вы запланировали для нас. Сегодня я умоляю вас вмешаться и разрушить любое проклятие, воздействующее на меня или моих близких. Я верю в ваше сострадание и силу, способную преодолеть любые враждебные силы. Я провозглашаю свою веру в Иисуса Христа как моего Спасителя и Искупителя. Я доверяю Его власти снять любое проклятие, которое может повлиять на мою жизнь. Во имя Иисуса я отрекаюсь и разрушаю любые проклятия, заклятия и заклинания, наложенные против меня. Это послание от Архангела Михаила предостерегает вас от необходимости проявлять особую осторожность в ближайшие дни.
Он приносит слова из невидимого измерения, заявляя, что обстоятельства быстро меняются, и это влияет и на вашу жизнь. Вы становитесь глубоко интуитивными и принимаете это изменение даже неосознанно. В этот период произойдут непредвиденные события. Это важный период в вашей жизни. Чтобы избежать трудностей, сохраняйте бдительность. Независимо от ситуации, сохраняйте спокойствие. Помните, что неконтролируемый гнев может нанести вам вред, испортить вашу тяжелую работу и потенциально разорвать отношения. Гнев – это корень конфликта, а конфликт неизменно разрушителен. Контролируйте свой характер в этот ответственный период. Как только ваш гнев утихнет, возможно, останется только сожаление. Помните об этом предупреждении. Всегда сохраняйте контроль и никогда не позволяйте эмоциям взять верх над вашей мудростью. Во время любых трудностей в этот период сохраняйте соответствие со своими ангелами и сохраняйте позитивный настрой. Будьте уверены, ваши ангелы всегда готовы направить вас по лучшему пути и помочь вам принять решения, которые изменят вашу жизнь. В течение этого периода вы столкнетесь лицом к лицу с истинной природой тех, кто вас окружает, тех, кто противостоит вам, и тех, кто поддерживает вас. Помните, что это время трансформации. На этом этапе духовного и эмоционального развития вы можете столкнуться с людьми, питающими ревность. Их истинные намерения будут хорошо раскрыты вам, поскольку они желают помешать вашему росту, предпочитая, чтобы вы оставались порабощенными. Чтобы уберечь себя от поглощения их разрушительной энергии, исходящей от их нечестных намерений, мысленно укройтесь под защитой своих ангелов. Крайне важно, чтобы вы охраняли свои планы и идеи от таких людей и воздерживались от понимания злобы тех немногих, кто готов вас сдерживать. В этот период обратитесь за советом к своим духовным наставникам. Они помогут вам заблокировать негативные вибрационные энергии, гарантируя, что вы не позволите никому помешать вашему развитию. Важно отметить, что на этом этапе вы будете отличать своих настоящих друзей от тех, кто скрывает свою истинную сущность за фасадом. Эти нечестные личности приложат все возможные усилия, чтобы подорвать ваше доверие, разжигая самоуничижение и вселяя чувство неверия в духовные силы и сверхъестественные существа. Вам необходимо устранить любое негативное самовосприятие, поскольку оно не приносит вам никакой пользы. Используйте этот золотой период, чтобы приложить максимум усилий, вдохновляя других на своем пути. Хотя неуверенность в своих следующих шагах может заставить вас нервничать, будьте уверены, что у вас есть все, что вам нужно – мудрость, смелость и духовная поддержка, чтобы выдержать это время испытаний, которые в конечном итоге сделают вас к лучшему. Сохраняйте позитивное мышление в отношении результатов, формируя позитивное отношение ко всем. Те, кто замышляет ваше падение, будут наказаны божественными силами. Крайне важно сохранять самообладание и воздерживаться от затаивания обид. Покажите другим, что вы прощающий человек, а не жаждущий мести. Пусть ваши ангелы-хранители присматривают за вами, оставайтесь в гармонии со своими высшими добродетелями, лишенными эгоистических помех.
Не зацикливайтесь на том, что могло бы быть, вместо этого подходите к жизни по-другому, проживая каждый день с уверенностью и высшей силой. Знайте, что этот жизненный цикл ведет вас в положительном направлении. Вы находитесь в нужном месте и в нужное время, и это может быть вашей прекрасной возможностью проявить свое высшее благо. Колесо жизни поворачивает в положительную сторону после многочисленных задержек. Это идеальное время, чтобы действовать в соответствии со своими планами и божественным руководством. Вы находитесь на грани шага в свое будущее, руководствуясь своей интуицией. Помните, неудача – это не худший возможный исход, поэтому оставьте заботы позади и обретите веру, которая ждет вас в будущем. Если вы не можете расшифровать цель ваших нынешних обстоятельств, это совершенно нормально. Что нехорошо, так это терять веру в силы, превосходящие тебя. Доверьтесь и наслаждайтесь процессом. Спросите себя, готовы ли вы поверить в себя, своих ангелов, эту Вселенную и Создателя этой Вселенной. Архангел Михаил прибыл к вам с посланием, в котором говорится о вашей высокой интуиции, открытости к получению сообщений из других измерений и вселенского мира. Возможно, вам будет интересно узнать о недавних событиях вокруг вас. Вы восприимчивы к постоянным вибрациям и энергиям. Ваши чувства теперь стали более утонченными. Ожидайте, что ощутите вокруг себя божественное присутствие, направляющее и защищающее. Идет самый сложный цикл вознесения, призывающий вас быть осторожными с энергиями и силами, которые вы привлекаете. Некоторые люди могут чувствовать угрозу со стороны вашего роста и более высоких вибраций. Вы соглашаетесь с тем, что подходит именно вам, тревожа темные силы, которые сговорились помешать развитию вашего персонажа. Готовясь подняться на следующий уровень, вы должны быть готовы противостоять любому негативу и страху, наброшенному на вас этими темными силами. Ваш долг – отреагировать с полным осознанием, разрушив злое намерение своей вибрационной энергией. В этом цикле будьте добрыми, щедрыми и помогайте, даже недобрым, потому что никогда не знаешь, кто может помочь вам в трудную минуту. Прощайте людей, даже если они этого не заслуживают. Верьте в свои решения и путь, который наметил для вас Бог. Не позволяйте мнению других людей о вас влиять на ваши решения. Делайте смелый выбор, показывая другим, что ваши решения хорошо продуманы. Ваши действия – отражение вашего характера, который происходит из света, а не из тьмы. Определите положительную энергию внутри себя, данную вам как небесный дар. Это поможет вам принимать мудрые решения и удержит вас от погружения во тьму. Сделайте еще один шаг навстречу своим Богом данным судьбам, превратив их в чудеса. Будьте прагматичны, не зацикливаясь на прошлых неудачах. Ваши ангелы ведут вас по вашему предназначенному пути, излучая свет, чтобы исцелить и повысить вашу вибрационную энергию. Примите это новое начало, которое изменит ваше существование по мере того, как вы подниметесь от текущей ситуации к чему-то более высокому. Слушайте голос своей души, ведущий вас к цели вашей жизни. Обращайте внимание на предоставленные указания,
зная, что ваша интуиция ведет вас к наилучшему возможному пути. Не беспокойтесь о мнении других, доверяйте своему выбору и наслаждайтесь новой энергией, которую он приносит. По мере того, как ваш путь станет светлее, ваши страхи и неуверенность начнут исчезать. Вместо того, чтобы беспокоиться о том, чего у вас нет, примите дары, которыми вы уже обладаете, от своих божественных защитников. Доверяйте знакам, которые вы получаете, даже в самые мрачные моменты, зная, что они не случайны, и вы все еще следуете божественному плану. Даже если мир, каким вы его знаете, вот-вот изменится самым необычным образом, знайте, что сдвиг, которого вы так долго ждали, расширяет его размеры. Все размещено идеально. Прислушайтесь к посланиям и знакам, которые постоянно посылают вам ваши небесные ангелы, и вы откроете их значение. Пусть ваша интуиция будет вашим проводником, а ваша вера – вашим вдохновением. С каждым днем вы приближаетесь к величию. Поверьте, что все, о чем вы просили, постепенно доходит до вас, а задержки разрешаются. Доверьтесь своим божественным ангелам, Вселенной и Верховному Богу. Оставайся всегда благословенной и счастливой. Проходя через этот этап, очень важно сохранять внутри себя чувство мира и спокойствия. Постоянно напоминайте себе, что неприятные люди и сложные ситуации временны. Они существуют для того, чтобы преподавать вам уроки и превращать вас в лучшую версию. Не забывайте признавать присутствие своих ангелов-защитников, которые направляют и наблюдают за вами, всегда уверяя, что вы никогда не останетесь одни. Если вы позволите их энергии проникнуть в ваше существо, это приведет к более глубокому пониманию себя и своего пути. Наслаждайтесь осознанием того, что у ваших ангелов-хранителей есть божественный план для вас. Это дает уверенность в том, что все происходит в идеальном порядке, и каждое событие является ступенькой на пути к достижению этого окончательного плана. Запечатлейте это осознание в своем сердце, чтобы лучше подготовиться к преодолению трудностей. Направьте свое внимание на свой рост, а не на препятствия. Ваш рост может напугать некоторых, но он помогает раскрыть фасад многих. В мире, где процветает негатив, сохранять позитивный настрой и продолжать выбранный путь – это смелый поступок. Среди скептиков продолжайте доверять силам сверху и внутри. Ваше доверие укрепляет вашу способность справляться с неудачами и действует как маяк света, направляя вас в самые темные моменты. Защитите свой позитив от всех невзгод и идите вперед с обновленным чувством цели. Осознайте, что затаивание обиды или гнева по отношению к тем, кто хочет помешать вашему прогрессу, только истощает вашу энергию. Поднимитесь над этим и сохраните свое настроение нетронутым. Божественное имеет свой способ уравновешивания и действительно будет служить справедливости. Будьте сострадательны, и ваша доброта вернется к вам многократно, часто с самых неожиданных сторон. Постоянно оставайтесь в гармонии со своими высшими добродетелями. Ваше эго иногда может сбить вас с пути, но всегда помните, что истинная сила заключается в смирении. Живите настоящим моментом, оставив позади прошлые сожаления и будущие тревоги,
поскольку они могут омрачить ваш путь к духовному росту. Когда реальность вокруг вас начинает меняться, цепляйтесь за комфорт осознания того, что это всего лишь начало великолепной трансформации. Признайте эти трансформации как признаки того, что ваши ангелы-хранители направляют вас к величию. Доверьтесь их руководству, и эти изменения, которые на первый взгляд могут показаться радикальными, вскоре обернутся прекрасными благословениями. Ваше вознесение не всегда является легким процессом. Многих это может расстроить, но помните, что ваш духовный рост часто может запугать тех, кто находится в застое. Будьте терпеливы и нежны с собой во время этого путешествия. Вы именно там, где вам нужно быть, и каждый момент идеален, даже если вам так не кажется. Во время этой трансформации убедитесь, что вы настроены на энергии вокруг вас, отфильтровывая негатив и впитывая только позитив. Наконец, помните, что при божественной поддержке у вас есть все инструменты, необходимые для победы в битвах. Всемогущий, ангелы и Вселенная находятся рядом с вами, направляя каждый шаг и освещая ваш путь. Будьте настойчивы в своих решениях и не обращайте внимания на мнения, которые не имеют значения. С каждым рассветом ожидайте новых возможностей для обучения и роста. Примите это путешествие с благодарностью и открытостью, ведь вам уготовано величие. Оставайся смиренно благословенным и навеки защищенным. Достижение значительных успехов в достижении ваших целей может показаться почти непреодолимым без предварительного планирования. Март ничем не отличается, он заранее ищет вашего участия. Помните о 4 приближающихся стихиях, которые постучатся в вашу дверь. Не упустите мудрость, исходящую из эфирного царства. Ваша душа требует этой подготовки, чтобы двигаться в правильном направлении и избегать нежелательных ситуаций. Святые духовные силы, ангелы-хранители и Верховное Божество предоставляют вам реальную возможность. Вам предлагается заглянуть в безграничный потенциал и возможности, ожидающие вас в предстоящем марте. Поэтому Святой Дух настоятельно просит вас сосредоточиться на следующие 9 минут, период, который может улучшить вашу жизнь. Обратите пристальное внимание на послание Священного Духа, чтобы избежать любых неблагоприятных обстоятельств, надвигающихся в марте. Святой Дух сообщает, что март – месяц божественного откровения. Ваше духовное путешествие дает понимание и руководство, необходимые для того, чтобы сделать правильный выбор и избежать ловушек. По мере того, как месяц разворачивается, вы вступаете в новый цикл, расширяя предыдущий, свежий и полный захватывающих возможностей. Хотя в этом месяце могут быть случаи, когда вы почувствуете себя на грани чего-то важного, не позволяйте этим эпизодам ошеломить вас. Вместо этого приветствуйте эти моменты как возможность расширить свой разум и дух до недавно открытых измерений Вселенной. Преобразования, происходящие в этом месяце, могут принести неожиданные знаки и существенные изменения в вашу жизнь. Однако, оставаясь восприимчивыми и открытыми, вы сможете маневрировать ими элегантно и легко. Святой Дух указывает, что в этом месяце будет коктейль одиночества и надежды. В первой половине месяца защитите себя от одиночества,
которое может привести к печали, тревоге и даже депрессии. Вы можете найти некоторые старые воспоминания, напоминающие людей, которым вы когда-то доверяли, но в конечном итоге предали вас. Чтобы защитить свою энергию, крайне важно сбалансировать все аспекты своей жизни. Неправильно направленные эмоции могут отвлечь вас от осмысленной жизни, предназначенной для вас. Направьте свою энергию на позитив, сохраняя свое самовосприятие отдельно от взглядов других. Такое разделение позволит вам утвердиться в своей ценности и избежать поглощения их негативных вибраций. Помните, что вашу энергию можно использовать для развития мощного нового измерения вашего существования. Божественному требуется его помощь, чтобы представить вам улучшенную версию. Утешайтесь тем, что с наступлением месяца вы почувствуете больше надежды. Вы быстро отреагируете и откроете новые возможности. Верховный Бог откроет новые пути благословений в вашу пользу, что приведет к значительным изменениям в ваших социальных отношениях. Вы можете столкнуться с переводом на работу или другим назначением, которое погрузит вас в новую обстановку, привнеся в вашу жизнь новых друзей. Когда во второй половине месяца эмоции одиночества утихнут, отдайте предпочтение формированию новых связей, а не сохранению текущих ресурсов. Стремитесь к совершенству и самоотверженности в этих новых связях, а не просто расширяйте свой круг общения. Поступая так, вы насладитесь душевным спокойствием и обновленным чувством надежды. Если вы попытаетесь игнорировать эти события или намекнете, что их не существует, к концу месяца вы почувствуете себя оторванными от реальности. Главное, что следует помнить, это принять эти изменения, а не противостоять им. Чем больше сопротивления вы окажете, тем с большими проблемами вы столкнетесь в будущем. Прислушивайтесь к руководству Святого Духа. Готовьтесь к марту, не забывайте беречь свою энергию и оставаться открытыми для грядущих преобразований. Примите эти изменения, а не сопротивляйтесь им, и вы обнаружите, что превратились в улучшенную версию. Оставайтесь теплыми, оставайтесь безупречными и оставайтесь благословенными. В великой схеме Вселенной вы существуете как важнейшая часть сложной божественной головоломки. Ваша душа, расцветающая беспрецедентным потенциалом, постоянно находится в гармонии с духовным космосом. Однако ваше сознательное понимание играет жизненно важную роль в понимании этого божественного выравнивания и интерпретации его в практические идеи. В свете этой духовной динамики ваше внимание в марте должно быть сосредоточено на поддержании хрупкого баланса между вашими внешними действиями и вашим внутренним духовным состоянием. Примите новые реалии марта с пылким духом действия и открытым сердцем принятия. Возможно, это путешествие не будет утешительным, поскольку вы часто можете столкнуться с ситуациями, которые ставят под сомнение ваши давние убеждения. Но помните, каждое испытание – это всего лишь ступенька на пути к вашему духовному прогрессу. Пусть страх нарушить статус-кво не мешает вашему инстинкту развиваться. В одиночестве в первой половине месяца вы можете почувствовать, как одиночество отягощает ваше сердце, пробуждая воспоминания о прошлых предательствах. Помните,
это всего лишь проверка вашей эмоциональной силы. Используйте свою энергию в такие моменты, направляя ее на конструктивный самоанализ, а не становясь жертвой меланхолии. Ваше самопознание в эти моменты заложит основу для более духовно настроенного и эмоционально уравновешенного человека. Более того, помните, что ваша личная ценность – это не просто отражение восприятия других. Вы – независимая сущность, способная формировать ваши чувства собственного достоинства. В этом свете защитите свою энергию от поглощения негатива от других. Вместо этого создайте энергетический барьер, который допускает только положительные и возвышающие вибрации. По мере продвижения в течение месяца вы обнаружите, что туман одиночества постепенно рассеивается, уступая место бодрящему чувству надежды. Это изменение позволит вам установить более глубокие связи и открыть новые двери возможностей. Потенциальный перевод или переназначение на работу может открыть возможности для установления новых дружеских отношений. Очень важно проявлять преданность и приверженность в этих отношениях, чтобы они превратились в источник эмоциональной поддержки и товарищества. Ближе к концу марта вы можете почувствовать искушение сопротивляться новым событиям. Однако помните, что игнорирование этих изменений только создаст впечатление, что вы оторваны от реальности. Вместо этого обнимите их с распростертыми объятиями и гостеприимным сердцем. Чем больше вы сопротивляетесь, тем больше вы приглашаете будущих испытаний. Поэтому прислушивайтесь к урокам своего духовного наставника, цените изменения и будьте готовы к преобразующему путешествию, которое обещает март. Подводя итог, держитесь уроков Святого Духа и приготовьтесь к месяцу божественного откровения, эмоциональной устойчивости и личного преобразования. Оставайтесь верными своей ценности и сопротивляйтесь притяжению негативных вибраций. Примите предстоящие изменения с горячим сердцем, отточенным духом и благословите себя благодатью развиваться в высшую личность. Оседлайте волны марта с мужеством, мудростью и верой, и вы станете сильнее, мудрее и более развитыми. Ваши небесные наставники сегодня заявили о себе как напоминание вам оставаться в открытом и сосредоточенном психическом состоянии. Четко держите свои намерения относительно того, чего вы действительно ищете, потому что вы достойны изобилия. Чем яснее ваши намерения относительно целей, тем проще вам будет их реализовать. Иногда мы оказываемся в состоянии растерянности и неуверенности в своих желаниях. Мы можем путать некоторые вещи с нашими желаниями, на которые на самом деле влияют другие люди, например, друзья или семья. Мы должны быть осторожны, поскольку можем непреднамеренно жаждать того, что на самом деле не соответствует нашим сердечным желаниям. Вместо этого это желание нашего общества, друзей или семьи. Такие ошибочные стремления могут помешать нашему эмоциональному росту и радости. Ваши небесные хранители предупреждают вас. Это момент, чтобы принять более освобожденный дух. В настоящее время вы слишком поглощены исполнением желаний других, часто упуская из виду потребности своего собственного духа. Отсутствие заботы о себе негативно влияет как на вашу душу, так и на здоровье.
Без вашего ведома некоторые люди могут использовать вашу невиновность и строить против вас заговоры. Вы должны усилить свою интуицию, чтобы идентифицировать тех, кто потенциально может воспользоваться вами. Это может быть не очевидно, но нет абсолютно никаких сомнений в том, что вы окутаны негативной энергией. Игнорирование этой вредной энергии никоим образом не принесет вам пользы. Вместо этого вам нужно прислушаться к этим знакам и довериться своим самым глубоким чувствам, поскольку они являются прямыми сообщениями из духовной сферы, передаваемыми через вашу интуицию. Вы должны быть бдительны и противостоять тому, что вызывает отключение от вашего высшего «Я». Небрежное отношение к этим негативным энергиям может легко нарушить баланс в вашей жизни. Будьте внимательны и воздержитесь от поспешных решений. Убедитесь, что вы не позволяете мнению других сбить вас с пути. Прежде чем брать на себя какие-либо обязательства, уделите достаточно времени самоанализу, чтобы избежать каких-либо серьезных проблем в своей жизни. Во времена борьбы помните, что вы не одиноки. Ваши небесные спутники всегда рядом с вами, обеспечивая поддержку и руководство. Они постоянно работают над важнейшими аспектами вашей жизни и выступят в качестве ваших духовных защитников. Они всегда выступают за ваше высшее благо, направляя вас, чтобы начать процесс исцеления вашего сердца, разбитого многими людьми. Чтобы преуспеть в духовном путешествии, очень важно заботиться как о своем сердце, так и о теле. Опыт и знания приходят вместе с определенными процессами, но не пренебрегайте своим здоровьем, следуя за ними. Ваши небесные спутники еще раз предупреждают вас о необходимости уделять приоритетное внимание своему благополучию. Осознайте важность перерыва в своей занятой рутине, чтобы провести время с самим собой и впитать доброжелательную энергию, постоянно дарованную вам из духовной сферы. Верьте в ожидающие вас чудеса, какими бы невозможными они ни казались. Всегда помните, что все может стать реальностью, если вы сохраняете уверенность в себе и веру в своих небесных хранителей. Вы заслуживаете всего хорошего в жизни, поэтому оставайтесь восприимчивыми к удивительным вещам, ожидающим вашего одобрения. Примите защиту и благодать, которую вы получаете. Поступая так, вы будете совершенствовать этот навык, пока он не станет неотъемлемой частью вашего существования. Когда вы полностью раскроете свой потенциал, двери будут продолжать открываться, открывая возможности, далеко превосходящие те, которые вы когда-либо могли себе представить. Помните, что некоторые задачи вам придется выполнять в одиночку. Есть определенные вещи, которые можете сделать только вы. Вы тот, кому нужно преодолеть ментальные барьеры и решить упорствовать. Поэтому сохраняйте мотивацию и вдохновляйте других, кто в этом нуждается. Сохраняйте непредвзятость в отношении своего будущего. Все, что вы решите сделать сейчас, получит полную поддержку от ваших божественных хранителей, универсальной энергии и высшего источника всех энергий, всемогущего Создателя. Итак, оставайтесь верными своей внутренней интуиции и своим духовным стражам. Будьте благословенны и здоровы. Возлюбленные дети, это я, Иисус, говорю с вами в этот момент духовного путешествия.
Когда вы пройдете путь перед вами и вступите в март, я прошу вас помнить об этом. Божественный Дух безмерно лелеет вас. Испытания и невзгоды, с которыми вы сталкиваетесь, направлены не на то, чтобы умолить вас, а на то, чтобы укрепить и усовершенствовать вас, подобно тому, как алмаз выковывается под огромным давлением. Могут быть моменты одиночества, когда вы чувствуете, как жало одиночества пронзает ваше сердце. Но помните в эти моменты, что вы никогда не одиноки, потому что я всегда с вами. Даже когда путь становится тусклым и на твоем сердце тяжело, мой свет будет вести тебя, освещая твой путь вперед. Когда скептики заполняют ваш разум своими сомнениями и страхами, твердо стойте на своем. Вы не отражение чужого восприятия, а уникальное творение Божественного. Не позволяйте негативу других запятнать ваш дух. Вместо этого вооружите свое сердце доспехами любви и позвольте течь только позитиву. Приветствуйте грядущие перемены с открытым сердцем. Сопротивление переменам сродни сопротивлению росту. Примите взлеты и падения, перипетии и повороты, поскольку они являются ступеньками на пути к вашей эволюции. С каждым днем вы становитесь улучшенной версией себя. Продолжайте искать руководство Святого Духа. В вихрях эмоций и бурях неуверенности Святой Дух будет служить вашим компасом, направляя вас к вашей судьбе. Сохраняйте свои намерения ясными, а разум сосредоточенным, поскольку Вселенная слушает сердце, которое знает, чего хочет. Следите за своим здоровьем, как физическим, так и духовным. В суете жизни не забывайте делать паузу. Уединитесь в тишине своей души и впитайте божественную энергию, которая вас окружает. Помните, в сильном теле сильный дух. Чудеса уже на горизонте и ждут своего часа в вашей жизни. Какими бы невозможными они ни казались, верьте в них всем сердцем. Ибо вера может свернуть горы и создать реальность, которая когда-то была всего лишь мечтами. Наконец, помните, что вы здесь с определенной целью. Каждый из вас – кусочек головоломки в великой схеме Вселенной. У вас есть роль, миссия, которую нужно выполнить. Итак, идите вперед смело и решительно, зная, что на каждом шагу вас поддерживает божественная поддержка. От своего имени я благословляю каждого из вас. Пусть каждый момент вашей жизни будет наполнен любовью, миром и радостью. Примите предстоящие изменения с сердцем, наполненным оптимизмом и духом, готовым к развитию. Я с вами всегда. Будьте благословенны, дорогие. Дорогие мои дети, это я, Иисус, самым нежным образом обращаюсь к вашим сердцам. Каждый из вас несет внутри себя искру моей любви, божественное пламя, которое не угасает. Благословение вам на пути к благодати и свету всемогущего Отца. Я здесь с тобой на каждом шагу, в каждом вздохе, уводя тебя от вреда к любви, которая эхом отзывается в твоей душе. Я очень хочу, чтобы вы познали глубокую любовь, которую я несу к каждому из вас, несмотря на пропасти времени, барьеры греха и слабости человеческой природы. Вы не оставлены, не забыты. Я здесь шепчу в тишине, реву в бурях, плачу в твоих печалях,
радуюсь твоим победам. В каждой душевной боли, в каждом испытании помните, что вам не суждено страдать в одиночку. Ты никогда не за пределами моей досягаемости и моей любви. Я призываю вас принять путь, который вам дан, найти благословение, скрытые в испытаниях, искать любовь под сердечной болью. Знайте, что ваша ценность присуща вам, а не заработана, не потеряна в случае неудачи и не преувеличена в успехе. Ты достоин просто потому, что ты мой. Мои благословения изливаются на вас, как нежный дождь, питая ваш дух, способствуя вашему росту. Поймите, что негативные вибрации и вредные энергии находятся вдали от моей любви. Замените их знанием вашей божественной ценности и уверенностью в моей любви. Стойте твердо в позитиве и любви и станьте свидетелем чудес, которые развернутся в вашей жизни. Благословение вам, мои дорогие дети, пока вы учитесь ориентироваться в этом мире с грацией, смелостью и мудростью, принимая божественную сущность внутри себя и перестраивая себя, чтобы отражать ее. Ты желанна, ты благословлена, ты моя. С сердцем, полным божественной любви, я благословляю вас сегодня и всегда. Провозгласите, что ни одно оружие, созданное против вас, не будет успешно, и всякий язык, который восстанет против вас на суде, будет осужден. Аминь. Поделитесь этим посланием с 5 верными людьми, которых вы знаете, и ваша молитва будет немедленно услышана. Во имя Иисуса. Аминь.